Вы знаете, что культурная и общественная жизнь татар Москвы очень многообразна и насыщена. И мы благодарны Департаменту национальной политики города Москвы, Департаменту образования города Москвы, нашим коллегам, Дворцу пионеров за предоставленную возможность еще раз продемонстрировать на публике ее уровень. Спасибо вам большое. Я надеюсь, вы получите удовольствие от нашего концерта, потому что мы постарались вложить в нее свою душу и те навыки и умения, которые мы смогли приобрести за последние годы существования региональной татарской национальной культурной автономии. А говоря о автономии, нельзя, конечно, еще раз не упомянуть имя Расима Сулеймановича Акчурина, который стоял у истоков ее создания и с первого дня ее возглавлял. Напомню, Виталий Иванович Штучков сказал, что сегодняшнее мероприятие проводится в том числе и в связи с предстоящим 20-летием закона о национальной культурной автономии, важность и ценность которого нам нельзя переоценить. Потому что этот закон дал нам возможность самовыражаться во всех смыслах этого слова, в общественном, культурном, социальном и многих других. И региональная татарская национальная культурная автономия была создана в 1998 году, а фактически Расим Сулейманович Акчурин начал ее возглавлять в 1996 году, когда начались процессы по созданию национальных общин города. Расим Сулейманович Акчурин возглавлял постоянные делегации региональной татарской национальной культурной автономии на конгрессах исполкома Всемирного конгресса татар, той организации, которая помогает нам вместе с Республикой Татарстан во всех наших делах. Подводя небольшой итог деятельности автономии, надо сказать, что одним из главных ее было достижений – это возвращение татарской общине города Москвы, татарского культурного центра, здания в центре Москвы, который известен еще и как дом Асудулаева. Для татар Москвы, которые начинали этот процесс в 1945 году, а именно генерал-лейтенант Чанышев начинал этот процесс, а заканчивал генерал-полковник Расим Сулейманович Акчурин, по важности этого события, наверное, для всех татар можно сравнить с возведением нашего символа мечети Кул-Шариф в городе Казани. Поэтому давайте поздравим еще раз Расима Сулеймановича с юбилеем. Чем он для нас является? Он является старшим товарищем, нашим другом. Поэтому, Расим Сулейманович, будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Рахмет. Хамнагизга, зур рахмет. Очень волнительно. А теперь к молодежи несколько слов. Вроде, когда мне было 18-20 лет, когда говорили, что вот этот товарищ, ему уже 50, ну, как много он живет. Я к молодежи обращаюсь. Не успеешь оглянуться, 85 и 90 лет наступает. Время самое драгоценное для жизни человека. Ценить это время прежде всего должны молодые. Спасибо. Это смотрите, ну, не могу не сказать об этом. Симфонический оркестр. У нас некоторые с миллионным населением города не имеют симфонического оркестра, а национально-культурная автономия имеет. И Ольге большое спасибо за руководство. Это здорово. Я вчера был на репетиции,
потрясен был просто. Короткий промежуток времени сколотить этот коллектив. Молодцы! Вот так надо держать. Спасибо вам за теплые слова. Пожалуйста, занимайте места в зале. Я два слова добавлю. От Республики Татарстан был Расиму Сулеймановичу в день его рождения вручен самый высочайший орден Республики Татарстан за заслуги. Мы оповещаем все наши уважаемых людей. Большое спасибо за то, что пришли, за то, что вы есть. Иншаллах. Бигзур Рахман Сизга. И я хотел бы добавить, конечно, мы говорили про мечеть Кул-Шариф, но на сегодняшний день признано в Европе, что самая красивая мечеть в Европе является наша, московская, которая построена благодаря муфтию шейху Равилю Гайнуддину. Спасибо. И в подарок Расиму Сулеймановичу прозвучит написанная поэтом Назихой Каримовой и композитором Наилей Фатеховой песня «Татар генерал Ларе» «Татарские генералы». Исполняют заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Наиля Фатехова и ее внучка Камила. Ваши аплодисменты. Большое спасибо за такой прекрасный творческий союз. Ваши аплодисменты нашему оркестру. Спасибо большое симфоническому оркестру под управлением Ольги Тарановой. Спасибо. 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 В Москве много
талантливых татарских исполнителей и творческих коллективов, наиболее яркие из которых выступят в нашем концерте. Один из них – замечательный симфонический оркестр Татарского культурного центра города Москвы под управлением Ольги Тарановой. В начале нашего концерта вы уже слышали в их исполнении марш Сайдашева, а сейчас прозвучит вальс Георгия Свиридова из музыкальных иллюстраций повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель».